Селям алейкум, сайгы телесерджилер. Сегодня прекрасное утро, а это значит, что программа «Софраға бұйырну» снова в эфире. И с вами я, Эльвина Чекиева. Совсем скоро вы узнаете секрет приготовления по праву вкусного и аппетитного блюда. А поделится этим рецептом наша героиня, талантливая, креативная аэродизайнер Сусана Велиляева. Как здорово, когда любимая работа способствует профессиональному развитию, дарит хорошее настроение и дает возможность выбрать свой творческий путь. Именно эти аспекты в деятельности важны для героини нашей программы Сусаны Велиляевой. Она выбрала занятие для души, которое позволяет ей дарить радость и позитив окружающим. Открывая свой бизнес в сфере аэродизайна, она с каждым днем все больше и больше влюблялась в воздушные шары и находила новые идеи воплощения своей мечты. Уже сегодня на кухне Софраға бұйырну Сусана Ханым Велиляева поделится диетическим рецептом для всех любителей, которые следят за своим питанием. Сусана Ханым, селям алейкум, хош келдіңіз. Алейкум селям. Как вы предпочитаете проводить утро выходного дня? Третий месяц у меня утро начинается со звонка капитану в 6:20. Капитану? Да, я участвую в тренинге, и в рамках тренинга он идет 3 месяца. Вот, у нас есть такая задача звонить каждое утро капитану и отчитываться по своим целям. Что ты сделал, какой шаг, какие результаты, к чему пришел, какие есть трудности. Еще бывает, что я делаю медитации по утрам. Здорово. Это очень помогает настроиться на рабочий день, привести свои мысли в порядок и как-то вот настроить и создать гармонию внутри себя. Чем раньше утро начинается, тем больше дел сделаешь. А так как у меня дело, свой бизнес там и так далее, без этого никак. Сусана Ханым, вы к нам сегодня пришли не просто так, вы пришли к нам с замечательным рецептом. Расскажите, что это будет. Мы сегодня будем готовить легкий, простой и очень вкусный крем-суп из брокколи со сливками. Полезный, главное. Да, очень полезный. Я даже расскажу, почему я выбрала именно его. Хотела вас спросить, да, расскажите. Да, это такое вот одно из моих любимых блюд. И, конечно, по вкусу он очень-очень вкусный, без мяса и очень легкий. Бесподобно, да? Кстати, вот можно очень активно давать его деткам и тем, кто держит там диеты, питание правильное. Нам потребуется брокколи, нам потребуется картошка, нам потребуется морковка и луковичка. Ну и, конечно, без специй, я их очень люблю, и ни одно свое блюдо я не готовлю без них. Да, хочу отметить, что Сусана Ханым специи нам привезла из Турции. Да, недавно отдыхала в Алании, и вот как раз в Алании привезла. Как вовремя вы к нам пришли в гости. Да, как раз. Да, сливки обязательно, мы их добавляем в конце для такого пикантного и нежного вкуса. И хлебушек черный и желательно тверденький, как у нас сейчас он, чтобы мы могли его поджарить на сковородочке и украсить наше блюдо. Отлично, мне уже не терпится начать. С чего начинаем мы? Мы начинаем с лука, мы его сейчас порежем кубиками и поджарим на сковородке. Приступаем. Я вам дам половинку. Хорошо. Сусана Ханым, ну раз вы к нам пришли в гости, тогда рассказывайте о себе, будем знакомиться с вами. Давайте начнем с вашей деятельности, с вашей профессии. Связана ли ваша профессия с вашей деятельностью, которой вы занимаетесь сейчас? Абсолютно нет. По профессии я юрист. Так. Вот. У меня высшее образование, все, даже красный диплом, но ни дня по профессии я не работаю. Почему? Потому что когда я прошла практику на 3-м курсе, я уже засомневалась, что мне это нравится. А когда уже на 4-м, так точно решила, что это не мое. Потому что работа с бумагами однотипная и не творческая, это вот уж точно не мое. Всегда с детства я была человеком творческим. 10 лет я занималась танцами. Вот. А помимо танцев я всегда любила еще что-то делать руками. Какие-то поделки. Я всегда делала вручную подарки своим близким, родным, сестрам, братьям, маме, папе. Так, вот мы уже нарезали. Все-таки, Сусана Ханым, творческая личность вас взяла вверх. Мне всегда это было интересно, и я решила, что нужно делать то, что нравится, то, что хочется, и всегда нужно делать все с удовольствием. Угу. Поэтому я приняла решение после того, как я даже не до конца я закончила тогда университет, и я сразу начала заниматься индивидуальным. Как вы сообщили родителям о том, что вы не будете продолжать эту карьеру? Вы знаете, я очень благодарна своим родителям за то, что они принимают все мои решения. Они поддерживают меня во всех моих начинаниях, помогают, да, если там могут, чем могут, поддержка морально.
Вот. И поэтому абсолютно спокойно. Моя мама всегда радуется моим успехам, она всегда готова поддержать меня в любом моем вопросе или в каких-то изменениях в моей жизни. Здорово. Они, конечно, расстроились, потому что увидеть меня в погонах и в милицейской Они форме, мечтали это просто. была мечта мамы и беканы моей. И папа у меня был полицейский. Все хотели, чтобы я пошла по его стопам. Более года вы занимаетесь вот своим бизнесом. Как вы к этому пришли? Поначалу я думала, что это произошло случайно. Но потом я поняла, что нет, что это все-таки мое призвание. Я занималась долгое время, более 3 лет, оформлением свадеб. Но так как это бизнес сезонный, летом там заказы были, летом, осенью, а зимой не было. И вот как-то скачками. И мне всегда было грустно, что у меня только команда набирается, а потом она расходится. Только набирается, расходится. И заказы то есть, то нету. И сейчас оформление свадеб, оно в такие масштабные очень переросло размеры, да, там Форматы, большие да? конструкции делают, и там уже нужна более мужская сила. Вы начали потихонечку набирать команду? Нет, я набирала команду, распускала, просто зимой мне нечем было обычно Так. заняться. И я решила в третий год своего бизнеса в зиму попробовать продавать шарики. Я закупила там основное, самые ходовые цвета, баллон с гелием. Думаю, что буду дома сидеть? Ну, Буду надувать почему шары. бы и нет? Да, буду надувать шары. Тогда у меня еще появилась машина. Я сама их надувала, развозила, делала доставки. Радость, да? А отзывы чего только стоят, думаю. Это было что-то. Поначалу, конечно, были казусы, очень много было казусов, когда я влилась в ту сферу, в которой я вообще ничего не понимаю. Об этом поговорим позже. Да, я вам расскажу, там было много интересных моментов. Вот. И потихонечку начала этим заниматься. И за 3-4 месяца настолько я в это влилась, настолько мне это понравилось, и обороты пошли хорошо, что я приняла решение, что я заканчиваю заниматься оформлением свадеб и буду развивать эту сферу дальше и специализироваться только на ней. Как здорово, да, найти такую работу, которая будет по душе. Да, она действительно по душе, потому что, вот правильно вы сказали, те отзывы, которые я получаю, это самая большая награда за то, что я создаю и за то, что я делаю. Мне всегда нравилось, что я занимаюсь делом, которое приносит радость, эмоции и положительные какие-то И моменты. одновременно это и работа, да? Работа. Да, это и работа, и хобби. Желаю, чтобы каждый нашел свое любимое дело. А мы переходим к блюду. Что мы делаем сейчас? Мы нарежем кубиками картофель. Я повторяю все за вами. Так, что дальше? Вы вошли в колею, начали заниматься любимым делом 4 месяца. В какой-то момент я поняла, что я просто физически не успеваю, потому что я уходила с работы в 1, в 2 ночи, приходила в 6. Это работа для выносливых людей, я скажу. И я тогда поняла, что мне нужно либо кого-то брать в помощь себе, либо я просто сорвусь и брошу это все и скажу, что нет, это не мое. Так как я начинала своими силами с нуля, я еще тогда переживала, что у меня не будет возможности давать зарплату человеку, которого я найму. Но я тогда пошла вот на такой риск и шагнула вперед, думаю, ладно, я сама останусь без денег, но зато там мой бизнес там шагнет вперед. Я взяла первую девочку, мы начали с ней работать, и, конечно же, у меня появилось больше времени, я начала заниматься продвижением. Вот. Сколько сейчас человек в вашей команде? Сейчас в моем штате 6 человек вместе с девочкой, которая ведет наш Инстаграм. Вы являетесь руководителем команды. Каково быть вот в роли руководителя? Ой, замечательно. Мне нравится. Я вошла в эту колею и прям получаю от этого удовольствие, потому что я сейчас практически сама уже ничего не делаю. Я уже занимаюсь чисто продвижением, организацией, партнеров ищу, мероприятия, где мы можем выступить как партнеры. Я думаю, родители гордятся вами. Я тоже так думаю. Моя мама всегда радуется, когда я говорю, что я на Милет иду, она, ой, все, выложу видео. Вы можете передать привет своей маме. Мамочка, я тебе хочу сказать, что я тебя очень сильно люблю, ты у меня самая-самая лучшая. Ваша дочь сегодня готовит на кухне. Такую вот прелесть. Сусанна Ханом, а готовите вы часто? Признаюсь вам, что нет. Готовлю я не часто, но готовить я люблю. И если я это делаю, то я прям ухожу с головой в этот процесс и получаю от этого удовольствие. И у меня, скажу вам по секрету, у меня даже папа периодически говорит, что
что я готовлю некоторые блюда лучше мамы. Он говорит, когда мама это не слышит, наверняка. Когда как. Но думаю, для мамы это только плюс. Да, она говорит, что да, я вот, когда ученик превзошел учителя, это самое лучшее достижение. Да. И теперь мы берем брокколи и отделяем соцветиями. Она очень быстро варится, полезная, здоровая. Все полезное, здоровое, витамины. А у нас есть вот такой вот хлебушек, мы из него сделаем сухарики для того, чтобы украсить наше блюдо. Да. Мы специально взяли темный и специально взяли тверденький. И он хорошо у нас подсушится на сковородке. Как мы нарезаем? Мы наискось и тоненько. Они как получатся такие тоненькие чипсы хлебные. Сусанна Ханум, к вам обращаются люди за помощью украсить их праздник. Вот мне интересно, с каким настроением вы это все делаете, с каким желанием? Счастье, радость, да, и желание помочь человеку и сделать так, чтобы в итоге получилось даже лучше, чем он себе это представлял. Вот, у меня даже есть такой лозунг: всегда делай лучше, чем от тебя этого ожидают. В работе мы его часто используем, и своим вот девочкам я это передаю. А было ли такое запоминающееся мероприятие из вашей практики? Да, одно из самых масштабных это было оформление для компании «Парк». Вот у них было десятилетие, мы им делали большую фотозону. Это вот такая вот была глобальная конструкция, мы ее мастерили, мы изначально не знали, как это сделать. Ну, знаете, как цель. Я не знаю, как я это сделаю, я это знаю, сделаю. что это будет, да? Да. Мы приехали на место, начали как-то там что-то сооружать. До конца не были уверены, что получится. Ну, все получилось. И она была еще с таких вот красивых новых хромированных шаров. И по виду очень-очень красивая. Вот такая глобальная работа. Сколько времени ушло на эту работу? Ну, часов, наверное, 6-8, вот так вот. Ну, с такой командой дружной, как у вас, думаю, это не проблема сделать. Ну, в принципе, да. Мы частично что-то делаем на офисе, уже привозим готовое, и доделываем уже на месте. На месте. Хорошо. Так, я вижу, вы нарезали. Так одинаково и тонко нарезала, Сусанна Ханум. Красота. Сразу видно, что вы любите готовить. Главное, чтобы нож был острый. Это точно. Ну, знаете, просто. Да, кто-то и с острым ножом ничего не может сделать. На этом этапе у нас все готово? Да, мы можем перейти к жарке и варке. С удовольствием вам помогу. Сусанна Ханум, собственно, мы здесь. С чего мы начинаем? Мы начинаем с жарки лука. Мы поджарим его до золотой корочки. Так. А я пока у вас спрошу, есть ли нюансы в работе с шарами? Есть. Какие? Их очень много. Вы знаете, когда я начала только заниматься шарами, шариками, я думала, что это очень-очень просто. Ну что, их взять, надуть, да, отдать. А там оказалось столько нюансов. И так как я не училась на это, мне пришлось смотреть очень много видеороликов, все это познавать, различать. Оказалось, что шаров бывает много видов, много изготовителей. Есть Китай, Мексика, Италия, Колумбия. Вот, и все они под определенный вид деятельности. Что-то для оформления, что-то для надувания. Был такой казус у нас в работе, когда я только начала, я позвонила знакомому, они давно уже шариками занимаются. Я говорю, вот я зашла на сайт, и тут разные фирмы. Что брать-то, с чего? И цены разные. Я тоже думала, может, можно подешевле, там, не стоит брать дорогое. Он мне посоветовал взять итальянские одни шариков, есть Италия. Я говорю, ой, супер, спасибо большое. Я посмотрела в интернете, как дуть, что сначала всё там отлично, обработать нужно, да, чтобы они долго летали, все. И тут звонит мне один из первых, наверное, клиентов. Парень говорит, мне нужно девушку удивить с утра. Но мне нужно, чтобы вы доставку мне сделали с вечера, чтобы она проснулась и шарики были. Я говорю, ой, классно, вообще не вопрос, я вам вечером привезу. Я же их обработала, есть специальная обработка, чтобы они долго летали. Обработала, надула, привезла, все. Он такой, блин, классно, вообще вы там лучшие. Я ж такая, ой, хорошо. Плюс один карме. Да. Звонит утром, говорит, у меня все шары упали. Я такая, как упали? Он такой, вот так упали. А я не могу понять, в чем дело. Мне пришлось ему вставать с утра, в 6 утра, приезжать на офис, надувать это все. Заново, да? Да, все это заново надувать, отвозить. И он мне позвонил на следующий день и сказал, что они все равно упали.
И тут я начала уже Разбираться, в чём проблема, в этом, гуглить, как говорится. И дошла до того, что итальянские шары, они, оказывается, предназначены только для того, чтобы оформлять ими. Дуть воздухом и делать какие-то декорации. гирлянды. Да, потому что у них, сейчас я вам очень много нюансов расскажу, не знаю, надо вам это или нет. Мне интересно, если честно. У них латекс толще, чем у других шариков. За счет этого они очень выносливые на улице. Вот как делают уличные гирлянды, Да-да-да. если сделать из итальянских шаров, они будут долго стоять. А для надува они не подходят. Для надува нужна либо Мексика, либо Колумбия. Даже такие нюансы. На улице одни шары, в помещении другие. Помещения другие, для геля одни, для воздуха другие. И вот я путем вот этих вот экспериментов сейчас уже понимаю, что и как нужно делать. Нашла такое видео, где рассказывается о том, что если их раздувать заранее, вот на дуечке раздуваешь до определенного размера и сдувать, Да. а потом обрабатывать и надувать гелем, то они летают дольше. Интересно. Это столько работы нужно проделать. У нас сейчас масло уже сгорит. Так, я уже чувствую этот аромат. Так, да. А мы его немножко поджарим, а потом будем это все варить. Я никогда не думала о том, что у шаров столько действительно моментов, столько нюансов, которые нужно учитывать. Ну, первая из проблем. Как делать? Видели такие шарики прозрачные внутри конфетти? Как же их вовнутрь-то помещают? А конфетти, они же могут быть и вот такого размера, могут быть и вот такого размера. И надо поместить его в шарик таким образом, чтобы он такого же размера красиво на стеночку прилип. Да. Да. Вот. Сначала мы раскрывали шарик туда, кидали эти конфетти. Потом, опять-таки, путем экспериментов и видео в Ютубе, хорошо, что есть Ютуб и Google на сегодняшний день. Спасибо разработчику. Да, я поняла, что нашла такую штучку, что можно делать своими руками. Так, что мы делаем сейчас? Мы перекладываем это в кастрюльку. То есть без воды, без масла, без ничего. Мы А масло у нас, смотрите, есть здесь. И помещаем все наши ингредиенты в кастрюлю, да. Так, лук, картофель. Я очень много, честно говоря, работаю над тем, чтобы создать качественный сервис в обслуживании с клиентами, потому что изначально, когда я создавала эту компанию, первой ценностью было и целью – это создание высокого и качественного сервиса, потому что в Крыму у нас это очень хромает. Для любой компании все должно делаться для людей. Потому что благодаря людям мы существуем, благодаря людям мы зарабатываем деньги, и благодаря людям все это происходит. Вы знаете, часто вот я наблюдаю, что в последнее время очень много бизнесов открывается, закрывается. И я думаю, что это связано именно с ценностями, которые заложены внутри, в сердце компании. Если они благие, если они с добром, если они для людей, во благо людей, то бизнес работает. И процветает. И процветает, да. Если же там только личные цели собственника и финансовые, то это очень быстро история заканчивается. Так, Сусанна Хама, мы погрузили все наши овощи в кастрюлю. Да, сейчас мы заливаем это все водичкой, Так. чтобы не до конца прикрывала наши овощи, и оставляем вариться. Добавляем еще соль и специи. Так, хорошо. Здесь, кстати, важно не перелить воду, чтобы он... Все-таки это же крем-суп у нас. Так, Вот, я думаю, что достаточно. То есть не до конца. Подождите, так, соль добавим. посмотрите, телезрители, что у нас получилось. Здесь разная смесь перцев, Мгм. травки. Травка вообще сейчас замечательный запах даст. И все. И оставляем вариться где-то минут на 20, полчаса до полной готовности. Хотела бы вас спросить об эффективном тренинге Павла Ракова. Давно мечтаю к нему попасть, не скрываю это. Расскажите, что вы взяли для себя? Сколько шума вокруг него было. Согласна с вами, весь Симферополь гудел, к нам едет Павел Раков. Да, и до него, и после него. На самом деле это исполнилась одна из моих мечт, что я туда попала. Я давно за ним наблюдаю, смотрю его вебинары, смотрю его программы. Вот, и восхищаюсь этим мужчиной и беру его советы на практику. Он помогает женщинам раскрыть свою женственность и стать по-настоящему женственными, гармоничными, такими любящими, такими, какими они должны быть. Вот. И также он учит еще, как мотивировать и вдохновлять своего мужчину. Вот. Я его очень люблю, была на тренинге лично, нас было всего, он, кстати, проводит тренинги в основном на большие аудитории, 3000 человек. 3000 человек и больше. Мы еще попали туда как партнеры, я очень часто езжу по мероприятиям как партнеры. Вот. Мы предоставляем шарики, оформление и, соответственно, там участвуют в таких тренингах
Также вот моя работа дает мне возможность знакомиться с известными личностями и выпадать на такие вот эффективные мероприятия. Здорово. Ну, какие у вас впечатления? Как вам Павел Раков? Вы его увидели впервые лично? Лично, да, я его увидела Воочию. впервые. Смотреть телевизор — это одно, а побывать на его мероприятии — это совсем другое. Почему он мне еще нравится? Потому что он за крепкую, любящую, гармоничную семью, и за мужчину, и за женщину, чтобы мы гармонично развивались, рожали деток, и Так. все у нас было хорошо. Я его Поэтому- поддерживаю в этом плане, на самом деле, потому что он именно поддерживает те отношения, когда женщина должна совместно с мужчиной чего-то достигать, а не в отдельности от него, как некоторые это пропагандируют. Да, и он не говорит, что вы должны сидеть дома, готовить, кушать и там за детками. Нет, женщина в любом случае должна развиваться, познавать что-то новое, потому что иначе будет просто неинтересно, да, не о чем будет говорить. Так что у нас по блюду? Оно варится у Так, нас. все вкусно, может, помешаем? Давайте. Так, аккуратненько. Так, закрываем. Сусанна Ханум, я знаю, что вы принимаете активное участие в общественной деятельности. Также вы принимали участие в облагораживании парка. Принимаю еще. Первый мой опыт. И он происходит в рамках тренинга, который я сейчас прохожу. Вот капитанские звонки и все дела. И одной из задач у нас было реализовать общественный проект. Опять-таки, исходя из добра, да, сделать что-то хорошее для жителей Симферополя. И мы решили, что это будет парк, сквер. В районе ДКП, там, где был заброшенный лес, за ним не ухаживал никто. Он, кстати, до сих пор неизвестно, кому принадлежит. Происходит сбор средств. Мы это делаем за средства горожан и активистов, бизнесменов, вот, кто Добровольцев, хочет, да, добровольцев, кто хочет в этом поучаствовать и сделать свой вклад в город, оставить такой вот след для себя, для своих деток, для своих внуков. Так, Нас 21 человек, и мы активно... группа не маленькая. Да, да. У нас есть разрешение и поддержка от администрации города. Они нам дали разрешение на строительство. Они нас поддерживали в организации субботника. Мы провели уже 2 субботника, убрали оттуда весь мусор, убрали ненужные там стволы, спилили и подготовили уже место для того, чтобы начать стройку. Сухарики наши уже поджарились, мы их Так. переложим в тарелочку Дайте и поднимать. оставим, да, для украшения. Сусанна Ханум, насколько популярен аэродизайн в Крыму? В Крыму не очень, а в мире и в России очень. Так. Сейчас эта ниша, наверное, одна из тех, которая развивается очень активно. Мгм. Появляются очень необычные шары. Можно из них делать необычные фигуры. Вот у нас, кстати, вы видели, наверное, да, многие видели, в Меганоме строят 2 этажа вот эти вот. 2, в 3 даже Так. этажа, да, строят эти вот большие фигуры. Это ребята, они приехали с материка, с России, и обучались этому уже не первый год. Я, к сожалению, в таких мероприятиях именно здесь, в Симферополе, не участвовала, но знаю, что аэродизайн очень-очень развивается. Я, наверное, нацелена на то, чтобы даже не самой ездить туда и обучаться этому, а я готова брать на работу девочек и за счет компании, да, оплачивать им вот такие вот мастер-классы, если, да, обучение, если им будет это интересно, и они будут готовы в этом развиваться. Я предоставляю большое поле для реализации вот такого вот творчества. Да, но остается только желание, да, вот пользоваться этими моментами, этими знаниями и применять все на практике. Да, ну очень красиво смотрится. Я вот смотрю работы заграничных мастеров, это прям вызывает большое восхищение. Поэтому я думаю, что в Крым это обязательно дойдет. А если мы начнем, от нашей компании девочки начнут ездить и обучаться такому, я думаю, что даже здесь, на территории Крыма, можно для наших ребят это все организовать и эти знания дальше передавать. Я думаю, что наш суп уже готов, как вы думаете? Я думаю, да. Настало то самое время измельчить наш суп. В этом нам поможет мистер Блендер. Да, мы сейчас будем взбивать это все блендером. До однородного. Да, до однородной массы. Приступаем. Сусанна, ну мы все измельчили. Что мы делаем сейчас? Теперь мы добавляем сливки, перемешиваем и ставим на огонь до первого закипания. Очень красиво. Так, вот что у нас получилось. И как только он у нас начинает закипать, Угу. мы его убираем. Так, Видите? посмотрим, что у нас. У нас уже все готово. Так, я думаю, через 2 минутки самое время переходить к презентации. Красота!
мы сейчас красиво оформим. Все-таки каждое блюдо должно эстетично приносить удовольствие. Да. Вот. Это у нас будут сухарики, острый красный перец и чуть-чуть зелени. Да. И чем гуще суп, тем они у нас лучше будут стоять. Это такой острый-острый перец. Я немножко остринки в блюдах люблю. Как вы любите проводить свое свободное время? Есть у меня хобби. Недавно я начала этим заниматься. Большой теннис. Так, Давно хотела, но все никак не как получалось. получилось. Не очень Да. нравится. Здорово. Так, продолжаем. Все никак не было на это времени, и сейчас я поняла, что надо. Пришло. Время пришло. Я проходила буквально 4 занятия, но это такой восторг. Я давно хотела этим заниматься, меня это всегда привлекало. Я смотрела даже по телевизору, как девочки играют. Профессионально играю, да? Да, А профессионально также играют. профессионально занимаетесь? Я пока, наверное, нет, Любительски. да, любительский начинаю, но кто знает, куда Всё это все впереди. заведет. Да, потому что у нас марафоны проводят здесь разные. И спортом тоже нужно заниматься. Здорово. Дорогие телезрители, время пролетело незаметно. Вот, собственно, результат наших стараний. Замечательный крем-суп с брокколи. Кстати, первое мое знакомство с этим блюдом было в кафе. И я думаю, ну как можно из брокколи что-то вот такое приготовить, чтобы было вкусно? Ну, попробую. Попробовала, и я в таком была восторге. А через какое-то время его в этом кафе перестали подавать. Так. И мне пришлось его готовить самостоятельно. Вот так вот, дорогие телезрители, такой секрет приготовления вы узнали сегодня в нашей программе. Сусана Ханым, чох сагулна, что пришли к нам в гости. Мы всегда рады вас видеть, зарядили нас позитивом, рассказали много всего интересного. Приходите к нам еще. Вам чох сагун за приглашение. Мне безумно было приятно провести это время здесь, пообщаться с вами и поделиться своими результатами, опытом и рассказами, историями. Взаимно чох сагулнас. А теперь пожелания нашим телезрителям. Дорогие друзья, я желаю вам ярких, незабываемых эмоций, прорывных результатов и, конечно же, достижения своих целей. И всего-всего самого хорошего, доброго и гармоничного. Чох сагулнас. Алла разолс. Дорогие телезрители, желаю вам хорошего настроения. Пусть этот день пройдет на оптимистичной ноте. А это была программа «Софра Хабуирнус Аштатлоусун Корышкенджи».